ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Понедельник, 8-я школа Ветлосян. В здании звучит оповещение об эвакуации. Диспозиция: на первом этаже выкипел чайник и загорелась подсобка. Дым идет на второй этаж, поэтому учеников и персонал эвакуируют через запасные выходы. В это же время на место прибывает пожарный расчет. Помимо тушения огня, его задача спасти 2 учеников. По легенде, они остались на 3-м этаже. Подростков выводят в так называемых самоспасателях. Для 8-классницы Анжелы это в каком-то смысле дебют. Я сначала испугалась, когда на меня одевали эту маску. Потом сначала было трудно дышать, а потом уже легче было. Это было странно, очень непривычно. В это же время пожарный расчет отрабатывает эвакуацию пострадавшего через окно 2-го этажа. В роли жертвы бессменный манекен Яшка. Он стоически переносит свое благополучное спасение. Учитывая все реалии, эвакуировать всех учеников и персонал из школы надо примерно за 3 минуты. На момент учений в здании 125 человек. Все они, а некоторые для достоверности и с марлевыми повязками от дыма, терпеливо ожидают на улице, когда пожарные закончат свою работу. Персонал сработал удовлетворительно на данной тренировке. По результатам проведенной тренировки будет проведен анализ и разбор действий персонала, действий учащихся при возникновении данной угрозы. Завершающим этапом учений стал мастер-класс по обращению с огнетушителем. Какова правильная последовательность, подробно объясняют и тут же закрепляют практикой. Проверить свои навыки может любой желающий, и первым добровольцем становится 4-классник Егор. Даже в столь юном возрасте он вполне уверен в себе. Справлюсь, возьму просто у учителя огнетушитель. Или дома где-то. Обычную воду могу взять, набрать в ведро и потушить огонь. Раньше, когда я на даче у дедушки, дедушка мне давал маленький огнетушитель с порошком. Я потушила один костер и все. В нынешнем сезоне это первая показательная тренировка. Однако собрания, беседы, мастер-классы, учения пройдут и в других учебных заведениях города. Все эти мероприятия в рамках месяца противопожарной безопасности. Следующая проверка готовности бороться с огнем ожидается в одном из общежитий университета.